эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей среды. С вами Василий Раченко и коротко о темах выпуска. Минула неделя, как в регионе приостановили межмуниципальное сообщение. Как соблюдаются ограничения в Хангаласском районе. В регламент оказания плановой медицинской помощи, не связанной с COVID-19, внесли изменения. Коррективы претерпело и финансирование мероприятий. Первые семьи с детьми получили выплаты по 5000 рублей. В Якутии быстрее всех платеж поступил ленчанам. Автомобиль с 7 пассажирами провалился под лед на реке Вилюй. В результате несанкционированного выезда погиб один ребенок. Инцидент произошел в 2 километрах от села Верхневилюйск на 440-м километре реки Вилюй. Возвращаясь с рыбалки, не доехав 5-6 метров до берега, машина провалилась под лед. На помощь сразу были направлены 16 человек и 6 единиц техники. В провалившемся автомобиле находились 7 человек. Из них 5 дети, 1 ребенок погиб. Пострадавших доставили в центральную районную больницу села Верхневилюйск. Их физическое состояние оценили как удовлетворительное. Оказывается психологическая помощь. В Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия поступила информация о том, что в результате несанкционированного выезда на лед на 440-м километре реки Вилюй под лед провалилось транспортное средство. В автомобиле находилось 7 человек, в том числе 5 детей. К сожалению, 1 ребенок погиб. В настоящее время все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу села Верхневилюйск. Предварительные итоги перевозки грузов автозимниками подвели в Якутии. При плане перевозок в 771 тысячу тонн до пунктов назначения фактически доставлено почти 773 тысячи тонн грузов. То есть 100,2%. Все запланированные объемы, необходимые для стабильного функционирования объектов жизнеобеспечения в населенные пункты, завезены. Сейчас необходимо рассчитаться с перевозчиками, с теми людьми, которые работали в автоперевозе. Вместе с тем на совещании отметили, что республику уже ждет другая большая компания «Навигация», которая начнется буквально через 3 недели. Кромка ледостава на реке Лени находится в Киринском районе Иркутской области, вблизи населенного пункта Красноярово. До границы Якутии 530 километров. Динамика движения составляет 46 километров в сутки. Ситуация стабильная. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области. Ранее наш телеканал сообщал, что согласно прогнозу ледоход на реке Лени ожидается в первой декаде мая. Минула неделя с момента ввода запрета на межрайонные перевозки в Якутии. В соответствии с ним легковые такси и микроавтобусы не могут возить пассажиров до 30 апреля. О том, как в Хангаласском районе соблюдают запрет, материал Виолетты Засимовой. На территории Хангаласского улуса патрули выставлены на 2 дорогах – федеральной Лена и региональной Умнас. Сотрудники ГИБДД днем и ночью несут службу в медицинских масках и перчатках, проверяя проезжающие машины. В основном останавливают легковушки и микроавтобусы, особенно если в салоне замечают нескольких человек. К стандартной процедуре проверки документов теперь прибавились вопросы «откуда и куда едете» и цель поездки. Цель вашей поездки в Хангаласский район? Работаю. По работе? Да. Где работаете? Семский, местный? Да. Домой едете? Да. В Якутск зачем ездили, Иван Валентинович? Работаю там. Работаете? Да. На территории Хангаласского улуса в первую неделю действия запрета выявили 1 нарушителя. В отношении водителя одной из таксомоторных служб района был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Для граждан предусмотрены предупреждения, либо штраф от 1 тысячи до 30 тысяч, для должностных лиц штраф от 10 тысяч до 50 тысяч, а для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц от 100 тысяч до 300. По словам сотрудников ГИБДД, автопоток на период приостановления пассажирских перевозок заметно снизился. В свою очередь уменьшилось и количество ДТП. Тем временем автовладельцы, которые все же вынуждены ездить по определенным причинам в город Якутск, например, на работу или за продуктами, стараются соблюдать все меры безопасности. Какие меры предосторожности вы соблюдаете? Какие средства дезинфекции у вас есть в салоне? Обязательно влажные салфетки есть и маски. Все обрабатываем. Вот.
по Роспотребнадзору у нас все, ну, как положено, перчатки, вот это, спиртом, конечно, вот, потом маски. У меня здесь антисептик есть, руки обделывать, ну все, специально этот, ну, аэрозоль делаю. Вы маску даже в машине не снимаете, да? Нет, я когда еду один, я снимаю, потому что у меня еще добавок еще пихта здесь работает. Хочется напомнить, что запрет на пассажирские перевозки между районами введен неспроста. Эпидемиологическая ситуация в Якутии остается напряженной. Будьте благоразумны и оставайтесь дома. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. С сегодняшнего дня в Москве меняется пропускной режим. Во-первых, он ужесточается, а во-вторых, становится почти полностью автоматизированным. Контролировать пассажиропоток и автолюбителей теперь будут цифровые системы. С улиц уберут дополнительные наряды ГИБДД. Нарушителей пропускного режима на машинах будут фиксировать дорожные камеры наблюдения. Как выйти из дома и не быть оштрафованным, узнаем у нашего СОПКОРа в Москве Максима Кардозу. С сегодняшнего дня каждый москвич, выходя из дома, вспоминает и о наличии вот такой карты «Тройка». Если вы житель Подмосковья, то это карта «Стрелка». По сути, это такой электронный многоразовый проездной. С сегодняшнего дня прекращается продажа одноразовых билетов в общественный транспорт. На каждом таком цифровом проездном есть свой номер. Его нужно зарегистрировать на сайте госуслуг. Для чего это делается? Для того, чтобы, прикладывая такой проездной к валидатору, вам открылись двери автобуса или вас пропустил турникет в метро. Вообще, такая инициатива появилась для того, чтобы избежать столпотворения людей у общественного транспорта. Мы все хорошо помним, когда только вводилась система пропусков, тогда в метро полицейские проверяли наличие у вас цифрового кода в ручном режиме, и, конечно, это удлиняло процесс. Люди просто толпились перед входом и не могли войти в подземку. Причем с пропусками есть еще один нюанс. Если вы, например, собрались заказать такси в аэропорт или на работу, или по другим своим делам, вам все равно нужно зарегистрироваться и получить цифровой пропуск, потому что водитель может у вас его потребовать. В случае отсутствия вам просто откажут. Вот в таких новых реальностях москвичам приходится жить с сегодняшнего дня. С недавнего времени для передвижения по городу необходимо оформить пропуск через специальное приложение, в котором указываются паспортные данные, наименование, адрес компании, в которой работаем. И для передвижения на общественном транспорте необходимо зарегистрировать проездные «Тройка» и «Стрелка». Оформить пропуск достаточно легко, на это уходит несколько минут, но бывают моменты, когда приложения перегружены, и на это может уйти больше времени. Вообще я считаю, что данная пропускная система, она должна дисциплинировать народ, и больше людей будут оставаться дома. Автовладельцы теперь тоже должны регистрировать свои машины. Номера будут сканировать уличные камеры. Причем выйти на работу или по своим другим делам без разрешения нельзя и тем категориям граждан, которые обходились без этого. Это сотрудники правоохранительных органов, военные, в том числе и журналисты. Теперь всем нужно получить цифровой код. Также изменилась и работа волонтеров. Волонтерское движение «Мы вместе» до конца месяца приостановили, но пока еще неизвестно, потому что ситуация меняется каждый день. В Москве ужесточили меры, камеры фиксируют машины. Если у вас нет пропуска, то приходит штраф на данную машину. Полиция патрулирует на улицах, штрафуют людей, кто без пропуска передвигается по Москве. Также городские власти сказали о том, что все граждане с признаками ОРВИ могут рассчитывать на бесплатные лекарства. Для этого нужно вызвать врача на дом. Ну а режим самоизоляции продлится до 1 мая в столице. А вот в Подмосковье уже губернатор сказал, что все майские праздники люди будут сидеть дома. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. За прошедшие сутки в Якутии зафиксировано 10 новых положительных случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 выявлено в актовом поселке строителя автомобильной дороги Вилюй в Сунтарском районе, где ранее было зафиксировано 2 случая заболевания COVID-19. Актовый поселок полностью изолирован. Выезд и въезд на его территорию строго запрещены. Остальные 2 новых случая заражения выявлены в городе Якутске. Это члены семьи одного из ранее заболевших. Такую информацию сегодня в ходе брифинга сообщил глава Якутии. Касаемо закрытого на карантин Алдана, анализы, взятые вчера у жителей города, показали отрицательный результат. Также несколько сотен анализов, взятых у сотрудников и пациентов перинатального центра, тоже оказались отрицательными. Вместе с тем, центр сможет вновь заработать только после проведения всех обязательных дезинфицирующих мероприятий и истечения сроков карантина.
Хочу отметить, что необходимо все-таки максимально соблюдать режим изоляции. Потому что когда пенсионеры посещают, вот мы видим это по биллингу некоторых заболевших, посещают все торговые центры, которые, торговые большие магазины, которые в городе Якутске работают, имеют огромное количество контактов среди родственников, друзей, знакомых, и при этом они сами в конечном итоге оказываются сегодня уже зараженными коронавирусной инфекцией. Круг их контактов вовлекаются сотни людей, которые сегодня вынуждены сдавать анализы, вынуждены потом садиться на самоизоляцию, но и, к сожалению, некоторые из них также и заражаются при этих контактах. Поэтому вопросы самоизоляции, они на самом деле это вопросы безопасности каждого из нас. Просьба большая к жителям Якутска, жителям наших других населенных пунктов, где сегодня уже есть коронавирусная инфекция, все-таки правила самоизоляции максимально строго соблюдать. В Нерюнгринской районной больнице сейчас находится женщина, тесты у которой выявили предварительно положительный результат на наличие COVID-19. Анализы отправлены в Якутск, в лабораторию Роспотребнадзора. Больная помещена в инфекционное отделение, уже установлен круг ее контактных лиц. Кроме того, в качестве упреждающих пандемию мер нерюнгринские вахтовики проходят двухнедельный карантин. Это порядка 1600 человек. Они являются рабочими угледобывающих компаний, субподрядчики «Силы Сибири» и так далее. Между тем, в районе продолжают работу все предприятия энергетики, транспорта и угледобывающих компаний. Соблюдаются меры санобработки. Ситуацию с предварительно больной коронавирусом прокомментировал начальник территориального отдела Роспотребнадзора. Значит, по данной ситуации проведена определенная противоэпидемическая работа первичная, которая выразилась в определении круга контактных лиц. Это, соответственно, те лица, которые вместе с данным гражданином прибыли на территорию района авиабортом из Москвы. И этот круг контактных был определен в обсерватор на базе бывшей республиканской школы футбола. Значит, помещены они под медицинское наблюдение, отобраны пробы для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, на новую коронавирусную инфекцию. Значит, по очагам проведены дезинфекционные обработки, ну и выполняются все мероприятия для недопущения распространения инфекции в дальнейшем. Между тем, еще один человек выздоровел от коронавируса в Якутии. Его выписали из инфекционной клинической больницы Якутска после полного выздоровления. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Таким образом, на настоящий момент в Якутии полностью излечились от коронавируса 17 пациентов. В регламент оказания плановой медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с COVID-19, внесли изменения. В поликлиниках приостановлено проведение профилактических медосмотров и диспансеризации населения всех возрастов. Ограничено проведение лабораторно-инструментальных исследований больным, если нет неотложных показаний. В связи с этим более 400 миллионов рублей из средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на профилактику во втором квартале этого года, перенаправят на финансирование поликлиник для работы в условиях пандемии. Перераспределение будет продолжено при условии дальнейшего сохранения сложной эпидситуации. Также принято решение о 100% авансировании медицинских организаций, вне зависимости от выполненных объемов медицинской помощи. До пандемии страховая медицина, конечно же, предполагала, что финансирование будет идти за пациентами. То есть пациент заболел, больница предоставила счета, и фонд это дело оплатил. Принято решение о 100% авансировании больниц, которые находятся в таком режиме ожидания больных, в режиме карантина. Что это означает? Это означает, что мы месячное финансирование будем предоставлять больницам без отработки объемов оказания медицинской помощи. Более чем 7 тысячам семей направили по 5 тысяч рублей на ребенка до 3 лет. Общая сумма финансирования на сегодня достигла 41 миллиона рублей. Напомню, что 7 апреля президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных ежемесячных выплатах семьям, имеющим или имевшим право на материнский семейный капитал. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Выплачиваться она будет дополнительно, то есть не из средств капитала. В течение 3 месяцев
курсов с апреля по июнь. Обратиться с заявлением можно до 1 октября. Подать заявление можно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда в разделе «Материнский семейный капитал». Такая возможность доступна и на портале государственных услуг. На сегодня 100% заявлений принято именно по электронным сервисам. Первыми выплаты в Якутии получила многодетная семья из Ленска. У нас многодетная семья, причем 2 младших детей до 3 лет. Я нахожусь в декрете по уходу за младшим ребенком до 1,5 лет, а муж работает. Этой весной нам пришлось туговато в связи с введением режима самоизоляции. Так как дети маленькие, им необходим свежий воздух и прогулки. Мы проживаем в районе Крайнего Севера, и дети должны получать витамины, свежий воздух. Но сейчас это невозможно. И наша семья была безумно рада тому, что указу Путина о выплате денежных средств детям до 3 лет в размере 5000 рублей. Так как у нас 2 детей до 3 лет, нам выплатили 10 тысяч. Эту сумму мы потратили на коммунальные услуги, на оплату от коммунальных услуг, а также купили детям витамины и фрукты. Чему дети наши безумно были рады. Хотелось бы отметить четкую работу сотрудников ПФР. Они грамотно объяснили процесс подачи заявлений и сроки выплаты. Не выходя из дома, я подала заявление через сайт ПФР, где могла отслеживать процесс рассмотрения заявлений. Вся наша большая семья благодарит нашего президента за такую возможность улучшить нашу жизнь. Глава Якутии провел совещание с региональным Кабмином и рассмотрел меры поддержки строительной отрасли. В этом году в эксплуатацию планируется ввести 9 школ, 4 детских сада, 3 объекта культуры и 6 объектов спорта. В городе Якутске возводятся 2 крупных объекта здравоохранения. Это онкодиспансер и кардиоцентр. То есть возводить жилье и социально значимые объекты в Якутии продолжают. Строительные организации работают в штатном режиме. Однако стоит вопрос нехватки рабочих кадров, скачок цен на стройматериалы и проблемы при их импорте. Коронавирусной инфекции, конечно же, вопросов у нас возникло достаточно много, начиная от нехватки трудовых ресурсов, заканчивая нашими традиционными проблемами, связанными с проведением конкурсов своевременных по строительству жилья, по строительству объектов. Соответственно, сегодня надо нам все эти вопросы рассмотреть, ну и определенные решения для поддержки отрасли принять, так как отрасль для нас абсолютно крайне важна. Как мы знаем, у строительной отрасли огромный мультипликативный эффект, наверное, один из самых больших, который может быть в нашей республике. Ну и его правильное использование в условиях, еще раз говорю, кризиса, оно нам очень важно. Поддерживать отрасль власти планируют на федеральном и республиканском уровнях. Известно, что с 1 мая начнет действовать программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для граждан. Также государство докапитализирует фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей. Это должно решить вопрос недостроенных объектов за прошлые годы. О региональных мерах поддержки рассказал вице-премьер Кирилл Бычков. Среди них предоставление отсрочки по налоговым платежам, включая налог на добавленную стоимость и по страховым взносам на 6 месяцев. Нехватку рабочей силы, пик, который ожидается к середине июня, хотят восполнить за счет безработных и бойцов студенческих отрядов. Для тех, у кого нет опыта и квалификации, Айсан Николаев поручил организовать краткосрочные курсы в среднеспециальных учреждениях. Говоря о программе аварийного жилья, Николаев поручил членам Кабмина усовершенствовать механизм денежной компенсации, чтобы не заставлять людей годами ждать, когда построят их дома. Научное сообщество объединяется против вируса. Компании по всему миру перепрофилируются, чтобы бороться с пандемией. В стороне не остаются и простые люди. В разных уголках мира создаются буквально новые изобретения, чтобы противостоять распространению инфекции. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Игра Death Stranding вышла в ноябре прошлого года. Она повествует о постапокалиптическом будущем. За короткое время игра стала очень популярной и обзавелась армией поклонников. Сегодня игра стала источником идей для ее поклонников. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится действительностью. И то, что существовало только в играх, успешно перекочевало в реальность. Свое необычное изобретение хочет запатентовать находчивый отец из Китая. Он сконструировал для своего ребенка защитную капсулу, идею которой позаимствовал из этой игры. Подходящую экипировку он создал и для себя.
Заботливый отец также позаботился о том, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноко, будучи изолированным. Папа всегда может прикоснуться к малышу через специальный отсек с перчаткой. Это защитная капсула для ребенка. Она состоит из двух частей: самой сумки и электронного вентилятора, регулирующего давление. Так как мне нравятся научно-фантастические фильмы и игры, форма защитной капсулы похожа на аналогичную из игры Dead Stranding, которую я приметил в игре. На самом деле практичность стоит выше дизайна. Внешний облик никак не влияет на функции. Под сложившуюся ситуацию своеобразным образом подстроились и в Сеуле. Один из госпиталей здесь установил специальные будки, позволяющие врачам брать у пациентов мазок на коронавирус без прямого контакта. Пациент заходит в свободную кабинку, словно в телефонную будку. Медики при этом находятся с другой стороны. Мы продеваем руки в специальные защитные перчатки, прикрепленные к будке, и производим взятие мазка. Для общения с пациентом используется телефон, установленный в каждой кабинке. В стороне не остаются и якутские инженеры. Международный центр развития перспективных компетенций СВФУ начал выпуск средств индивидуальной защиты. Их изготавливают на 3D-принтерах. Необходимые материалы центр пока приобретает за свой счет. Сами маски уже прошли тест на эффективность. Сотрудники центра в основном работают в удаленном режиме, соблюдая все требования в регионе. То есть строго по графику по одному подходит только для распечатки продукции. То есть вся технологическая цепочка по разработке 90% в основном происходит в удаленном режиме. За один день центр способен создавать до 8 респираторов и до 30 визоров. Часть из них отправлена в медучреждения республики. В планах центра увеличить мощности производства, наладить поставки и экипировать как можно больше специалистов. Посильную помощь центру также оказывает якутянин Станислав. На 3D-принтере он распечатывает крепления и зажимы для многоразовых масок и респираторы. Наперед это у нас начать печать респираторов с резиноподобными клапанами. На таком принтере это не проблема, он может печатать не только жестким пластиком, но и резиноподобными. Фильтрующим элементом будет выступать хлопчатая ткань. Сам фильтр, именно модель, лежит в открытом доступе. Этим занимается разработка все сообщество, участвует не только Россия, но и весь мир. То есть эта проблема охватила всех, соответственно, все мейкеры, все ребята пытаются решать так, как могут. Сложившаяся ситуация объединила многих вокруг одной цели. Разные компании и простые люди забыли и отложили в сторону конкуренцию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая сегодня угрожает каждому человеку. Это были главные новости уходящей среды. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и своих близких, и до свидания.